И снова, ребята, я у реки. Смотрите, какой прикид у меня сегодня. Бушлат и плащ. На улице дождь. Уже пару дней, наверное, идет. Вчера где-то сутки непрерывно поливал. Месячная норма, наверное, выпала. И сегодня пришел к речке, чтобы показать, какой уровень воды у нас. Вода прибывает где-то полметра, наверное, за сутки. Вообще ужасно, что творится на улице. Сегодня 20 сентября. Только что, в принципе, я приехал с Карткороса. Съездил на медкомиссию, прошел медкомиссию на оружие, продлеваю оружие и сразу к речке побежал. Сейчас немножко поснимаю тут и сходим до лодки. Там лодку надо... Наверное, мужики, в принципе, подняли повыше, на воду вычерпать. И посмотрим, что там. Хочу еще показать. Вот смотрите, мост. Чтобы мост не уплыл, ставили трактора. Т4. Вот работяги наши. Т4. Раз. Вторая. Третья. Это уже кран. Челюсть. Дальше еще Т4 и КамАЗ. Там кто-то охотник какой-то идет. И некоторые охотники оставили машину вон там. А там еще какая-то иномарка тоже. Но сейчас, в принципе, через Подтыбок дорога тоже есть. А раньше там дороги не было и приходилось оставлять машину, если уже попал в такой капкан. Переезда нету, значит все, сиди там. Машину оставляют. Видите, наверное, сюда, подальше. Так, за будкой стану. Вот так выглядит наш мост. Уровень почти вровень с мостом. Кто сейчас спускается на машине, на мотике, все, попали. И вон опять какой-то мотик вон. Видим. Все, застрял паренек. Тут не перейти. Вот так. Вчера еще ветер, сильный ветер, штормит, аж не знаю, как со звуком будет. Вчера на охоте был, и этот пляж еще был виден. Вот этот пляж. А сегодня уже все. Весь в воде. Смотрите. Весь в воде. И раньше, вот, когда я ремонтировал лодки, там тоже уже везде был песок. А сейчас уже подходит к весеннему уровню вода. Ну, не к весеннему, но близко к тому. Все убрали, лодки убраны все, у всех. И самое главное, с прошлой охоты, первая охота у меня название там Невезуха. Я был на первой избушке, на маленькой лодке. И эта лодка я перевернутым оставил где-то метр выше от уровня воды. И сейчас уже нескольким охотникам, как бы я говорил, они, которые поднимались на охоту, чтобы лодку мою спасли. Я не знаю, лодка может уплыть. Если уплывет, если никуда не зацепится, поймаем здесь, возле моста. Дальше моста не уплывет. Лодки. Вот лодки наши. Колялан тоже кололет тышнутая. Кто-то воду тоже вычерпали и лодку приподняли, потому что я вчера оставлял там пониже и намного, где-то полметра, наверное, вода прибыла с вчерашнего утра. С вчерашней охоты. Я охоту, конечно, хотел заснять, но не получилось. Утиного перелета не было. Ну, это нормально. Вот
это ведро как бы не мое. Кто-то тут спрятал этим ведром. Спасибо тому, кто сделал это доброе дело. И это мой черпак вон из полторашки и еще второй вот. Это мои. Как бы. А ведро это не мое. И скажем, кто-то какой-то хороший человек приходил. Так, пока наверное, так оставим эту лодку. Пока так оставим. И потихоньку все время еще идет дождь. Облачно, очень облачно. Не знаю, коли там еще лодку приподнять или как быть. Или родным сказать. Причалено или нет у него хоть. Даже не причалено, блин. Так, разберусь я. Чуть-чуть повыше подниму эту лодку и оставим, потом скажу родным, пусть поднимут повыше. Вон паренек думает, как перейти этот мост. Все, он застрял. Если доски какие-нибудь и не знаю, кого-то он вызывает по телефону. И меня дергает тоже. Звонят, надо ответить. Все, немножко приподнял у соседа лодку. И еще. Так, у меня тоже до завтра ничего трогать не буду. Еще два слова хочу сказать про медкомиссию. Вот сейчас я проходил медкомиссию на продлевание ружья. И я потерял на это 2 дня. Один день пришлось съездить, сдать анализы на наркотики там. Ответ через сутки не сутки, а на второй день только ответ дали. И сегодня я еще съездил в райцентр. Там еще я проходил 2 врача. 3 врача. Окулист, нарколог, психиатр, терапевт. И на это у меня ушло тоже целый день. Целый день потерял. В общем, в больнице хрен его знает, что творится там. Никакого порядка нету. В очереди, я имею в виду. Потому что люди непонятно как друг друга не уважают. Вообще уважения никакого нету. Мне тоже как бы надо пройти было несколько врачей. Но я занимаю очередь и стою до того времени, пока за мной кто-нибудь очередь займет. Тогда уже можно сказать, можно сходить к другому врачу, там встать в очередь или еще. А основная масса людей наглых, которые наглые, и просто они спрашивают, кто последний, встали в очередь и моментально уходят. И приходят через полчаса, еще больше, может, времени пройдет. Потом путаница идет. Все говорят, что я стоял, тут стоял, я был, или за меня кто-то вставал в очередь. Я не знаю, как это отрегулировать, или я не знаю, талончики, может, какие-то сделать. Но порядка никакого нету. Много времени. Время все равно. Люди, скажем, если 30 человек стоит, все равно придется стоять. Но главное, что очередь, путаница в очереди. Это хорошо, если, скажем, ты в банк зашел, там стоит автомат какой, там взял талончик и сейчас еще отвечу. С этим разговором по телефону все вылетело из головы. Но я хочу еще добавить, что и в больницах надо такие же терминалы установить, как бы взял талончик и встаешь, ждешь своего очереди. А не так, что ты стоишь, а потом через полчаса прилетает человек и будет кричать, что он там стоял или она. Неправильно все это как-то.
Если уж в очереди стоишь, так надо стоять, а не кричать там или наглеть. Больше нервов уходит в этих очередях. Потихоньку, но ребята умудряются как-то переходить через этот мост, толкают. Там еще от лежни там еще расстояние, как бы бревна. Есть, видимо, какая-то промежуток. И толкают, переходят. Ну что еще? В принципе, вот такое коротенькое видео. Вот в таком состоянии сейчас находится наша река. Река большая. Скоро пляж вообще не будет видно. И уровень еще где-то метр, наверное, воды точно придет. У меня сейчас созревает третья часть фильма «Невезуха». Скоро, может, завтра уже буду выкладывать. А сейчас уже надо обратно идти домой. Всем пока и до новых встреч на природе в Коми.